Здравствуйте! Рассматривая тему соли, мы с вами выяснили, что по классификации, кроме средних, нормальных, основных и кислых солей, существуют так называемые двойные и комплексные соли. Сегодня мы поговорим о этих солях, и тема нашего урока – общие понятия о комплексных соединениях, двойные и комплексные соли, номенклатура и диссоциация комплексных соединений. Иногда при кристаллизации растворов, содержащих смесь солей, образуются так называемые двойные соли. Например, при кристаллизации смеси сульфата калия и алюминия образуются кристаллы алюмокалиевых кварцов. Калий-алюминий СО4 дважды умноженное на 12 молекул воды. Из раствора, содержащего сульфат калия и хрома трехвалентного, кристаллизуются хромокалиевые квасцы калий-хром СО4 дважды умноженное на 12 молекул воды. При упаривании раствора смеси сульфатов алюминия и железа двухвалентного образуется так называемая соль мора NH4 дважды, феррум SO4 дважды умноженное на 6 молекул воды. Это двойные соли. Двойные соли диссоциируют в водных растворах с образованием катионов двух типов металлов. Например, калий-алюминий СО4 диссоциирует на ион калия, ион алюминия 3+, и два иона СО4 2-. Калий-хром СО4 дважды диссоциирует на калий плюс, хром 3+, плюс 2 СО4 2-. В этих растворах с помощью качественных реакций мы можем обнаружить все обозначенные в уравнении реакции ионы. Но существуют соединения, похожие по составу на двойные соли, которые имеют ряд важных особенностей. Например, вещество с историческим названием красная кровяная соль, ее состав можно выразить формулой калий-3, феррум, циан шестижды. Можно было бы записать формулу этого вещества как формулу двойной соли. 3 калий-циан, умноженное на феррум циан трижды, и назвать цианид железа трехвалентного калия. Но в растворе красной кровяной соли мы должны были обнаружить ионы калия, железа и циан-ионы. Но эти ионы на самом деле обнаружить не удается, потому что все ионы циан- прочно связаны с ионами феррум 3+. И в растворе существует такой большой ион феррум циан шестижды 3-. Наличие такого иона в растворе доказано химическими и физико-химическими методами, а соединения, подобные красной кровяной соли, содержащие такие ионы, называются комплексными или координационными. Комплексными соединениями называют сложные соединения, образующие при взаимодействии более простых неизменных частиц атомов, ионов или молекул, каждая из которых способна существовать независимо в обычных условиях. Комплексные соединения или просто комплексами мы будем называть и комплексные ионы, и комплексные молекулы. Наиболее удачно строение и свойства таких соединений объясняет координационная теория, предложенная в 1893 году швейцарским химиком, лауреатом Нобелевской премии, профессором Цюрихского университета Альфредом Вернером. Дополнена эта теория русскими учеными Чугаевым, Черняевым и Гринбергом. Итак, давайте рассмотрим строение комплексных соединений. Итак, обязательно имеется ион комплексообразователь, который связан с лигандами, и количество лигандов называется координационным числом. Комплексный ион образует так называемую внутреннюю сферу. Кроме этого, имеется внешняя сфера у каждого комплексного соединения. Ну, теперь ознакомимся с основными положениями координационной теории. Первое. Комплексообразователь – это центральный катион металла, который обладает вакантными или свободными орбиталями. Это, значит, могут быть катионы металлов d-элементов, купрум 2+, кобальт 3+, железо плюс 3, гидрарген плюс 2 и другие. Реже это могут быть p-элементы металлы, например, алюминий плюс 3. Иногда это могут быть не металлы, бор плюс 3, например, силициум плюс 4.
Второе. Вокруг комплекса образователя расположены лиганды, частицы, обладающие неподеленными электронными парами. Лигандами могут быть молекулы, например, H2O, на кислороде есть неподеленные электронные пары, NH3, на азоте имеются неподеленные электронные пары. Или это могут быть анионы, например, циан-, OH-, хлор-, бром-, NO2- и другие. Третье. Координационное число – это количество лигандов, которое может присоединять комплексообразователь. Координационное число в 2 раза больше степени окисления центрального иона. Если степень окисления центрального иона плюс 1, координационное число 2. Если степень окисления плюс 2, то координационное число 4. Если степень окисления плюс 3, то координационное число 6. Если плюс 4, то координационное число 8 и так далее. Четвертое. Комплексообразователь и лиганды составляют внутреннюю сферу комплекса. При записи формул внутреннюю сферу выделяют квадратными скобками. Ну, теперь давайте разберем, как определить суммарный заряд внутренней сферы. Заряд комплексного иона равен алгебраической сумме зарядов иона комплексообразователя и лигандов. Значит, заряд иона цинка 2+, OH-, и мы находим заряд комплексного иона. То есть складываем 2 минус 1 умноженное на 4 равно х. И получаем, что заряд комплексного иона равен минус 2. Строение комплексных соединений можно рассмотреть следующим образом. Координационные соединения образованы металлами побочных подгрупп, имеющих, как правило, незавершенный D-уровень. Образование комплексного иона можно объяснить наличием у катионов D-металлов вакантных орбиталей на S, P, D или F подуровне. Мы вот это видим на примере кобальта, которые принимают участие в донорно-акцепторном механизме образования связей в комплексных соединениях. Мы видим, что есть свободные орбитали и у атома кобальта, и у иона кобальта. Для образования прочных связей внутри комплексного соединения энергетически выгодно освободить 2 d-орбитали спариванием электронов, что происходит у иона, например, вот кобальта. Свободные орбитали атомов кобальта, в свою очередь, являются вакансиями для неподеленной электронной пары азота в молекуле аммиака, например, кислорода в молекуле воды и так далее. Так происходит образование внутренней координационной сферы комплексного соединения. Механизм комплексообразования связан с межионными, межмолекулярными взаимодействиями, но основной вклад в образование внутренней сферы вносит донорно-акцепторное взаимодействие. Классифицируются комплексные соединения по заряду комплекса, по виду лигандов, по составу внешней сферы. По заряду комплекса они бывают катионные, нейтральные, анионные и катионно-анионные. По составу внешней среды кислоты, основания, соли и неэлектролиты. По виду лигандов аквакомплексные, ацидокомплексные, смешанные и аминокомплексные. Комплексы могут быть катионными, анионными, нейтральными и внутрикомплексными или хелатами. Получим комплексы разных типов. Образование комплексов происходит в избытке раствора, содержащего лиганды, и, как правило, сопровождается изменением цвета. Получение анионных комплексов. К раствору нитрата ртути постепенно добавим раствор иодида калия. В результате обменной реакции образуется осадок иодида ртути оранжевого цвета. При добавлении избытка иодида осадок растворяется. Раствор приобретает зеленоватый цвет. К раствору хлорида железа по каплям добавим раствор родонида натрия.
Получим темно-красный раствор комплексной соли гексатиоцианата. Заряд комплекса отрицательный, то есть мы получили комплекс анионного типа. Вывод. Комплексы анионного типа образуются в избытке отрицательно заряженных лигандов. Получение катионного комплекса. К наиболее распространенным комплексам катионного типа относятся аммиачные и аквакомплексы. Получение аммиачных комплексов происходит при использовании избытка концентрированного раствора гидроксида аммония. К раствору сульфата меди постепенно добавим раствор гидроксида аммония. Получившийся осадок гидроксида меди растворяется в избытке гидроксида аммония с образованием комплексной соли сульфата тетраамин меди-2. Заряд комплекса положительный, то есть мы получили комплекс катионного типа. К раствору сульфата никеля добавим избыток раствора гидроксида аммония. В результате реакции комплекса образования получили синий раствор аммиаката никеля. Заряд комплекса положительный, комплекс катионного типа. К раствору сульфата кобальта добавим избыток раствора гидроксида аммония. В результате реакции комплекса образования получаем раствор аммиаката кобальта коричневого цвета. Мы получили комплекс катионного типа. Образование нейтрального внутрикомплексного соединения. К раствору сульфата никеля постепенно добавим раствор диметилглиоксима. Получился розовый осадок диметилглиоксимата никеля. Это внутрикомплексное соединение нейтрального типа с бидентатными лигандами. Оно относится к хелатным соединениям. В результате получены комплексы разного типа – нейтрального, катионного, анионного. Значит, основные координационные числа, которые наиболее распространены у комплекса образователей. Значит, серебро плюс мед плюс, координационное число 2, медь плюс 2, цинк 2 плюс, платина 2 плюс, ртуть 2 плюс, координационное число 4, железо 3 плюс, кобальт 3 плюс, железо 2 плюс, никель 2 плюс, алюминий 3 плюс, платина 4 плюс, координационное число 6. Наиболее низкие координационные числа – это 2 и 3. Они встречаются очень редко. Если координационное число 2, оно характерно для меди одновалентной, серебра одновалентной, золота одновалентного и ртути двухвалентной. И образуются так называемые линейные комплексы под углом 180 градусов. Координационное число 3 встречается очень редко. Значит, если координационное число равно 4, то образуются молекулы в виде тетраэдра или плоского квадрата. Если координационное число 5, оно менее распространено, то происходит образование квадратных пирамид и тригональных бипирамид.
с координационным числом 6, оно наиболее распространенное. Вот, образуют комплексы октаэдры и тригональные призмы. Также, если координационное число 6 наиболее характерно, оно для металлов с электронной конфигурацией от D0 до D9. Если координационное число комплексообразователя равно 7, то образуются пентагональные пирамиды, тригональные призмы с одной шапкой и октаэдр с одной шапкой. Если координационное число равно 8, то может образовываться додекаэдры, квадратные антипризмы. Ну и координационное число 9 важно для лантаноидов, так как катионы лантан 3+ имеют достаточно большие размеры и, значит, образуют тригональные призмы с 3 шапками. Координационные числа 10 и 12 встречаются очень редко и образуют очень сложные системы. Как составить формулу комплексного соединения? Давайте разберем пример. В качестве комплексообразователя возьмем ион кобальта 3+. В качестве лигандов возьмем хлор- и H2O, молекулу воды. Мы знаем, что координационное число кобальт 3+ равно 6. То есть у иона кобальта имеется 6 свободных орбиталей, куда у нас и помещаются электроны лигандов хлора и воды. И в результате мы с вами записываем формулу комплексного соединения следующим образом. Кобальт 3+, хлор -4, H2O дважды. Весь этот комплексный ион имеет заряд -1. Теперь нам нужно просто дописать ион внешней сферы. Мы можем взять, например, калий+, и мы получаем комплексную соль калий+, кобальт 3+, хлор -4, H2O, комплексный ион заряжен отрицательно. Номенклатура комплексных соединений. Сначала, значит, называется число лигандов каждого типа, название, потом дается лигандов, дается название комплекса образования в нужной форме. Число лигандов идет от греческих числительных: 1 моно, 2 ди, 3 три, 4 тетра, 5 пента, 6 гекса и так далее. Число сложных лигандов используются приставки бис, трис, тетракис, пентакис и так далее. Если у нас, например, металл Ен4, тетракис, этилен, диамин. Если у нас металл СО4 2- дважды, это бис сульфата. Ну, давайте теперь посмотрим именно номенклатуру катионных комплексов. Еще раз, берем греческие числительные, далее называем лиганды. Нейтральные молекулы их называют в первую очередь. И, например, вода – это аква, амин, СО – карбонил, НО – нитрозил. Лиганды анионы называются окончанием О. OH- гидрокса, хлор - хлора, бром - брома, йод - йода, НО2- нитро, НО3- нитрато, СО4 2- сульфата, циан - циана, С-циан - радана. Называют комплексообразователь русским наименованием, отмечают валентность комплексообразователя римской цифрой в скобках. Например, хлор-тетраамин меди 2, гидроксил-диамин серебра 1, хлорид гексаамин кобальтат 2. Номенклатура анионных комплексов. Опять используем греческие числительные, называем лиганды, называем комплексообразователь латинским наименованием с окончанием ат и отмечаем валентность комплексообразователя римской цифрой в скобках. Например, гексоцианоферрат 3 калия. Например, гексахлороплатинат 4 калия. Номенклатура нейтральных комплексов. Опять используем греческие числительные, называем лиганды, называем комплексообразователь русским наименованием, валентность комплексообразователя не указываем. Ну, например, триамин, трихлоркобальтат или
тетрааквадинитрокобальтат. Значит, различают первичную и вторичную диссоциацию комплексных соединений. Первичная диссоциация – это диссоциация комплексной соли на внутреннюю и внешнюю сферу ионов. Идет она легко по принципу сильных электролитов. Например, цинк NH3 четырежды, хлор 2 диссоциирует на ион цинк NH4 2+, и 2 иона хлора. Аргентум NH4 дважды хлор диссоциирует на ион аргентум NH3 дважды плюс и плюс ион хлора. Вторичная диссоциация – это распад самой внутренней сферы на составляющие ее компоненты. Процесс протекает по типу слабых электролитов, так как частицы внутренней сферы связаны ковалентной связью. Например, ион цинк NH3 четырежды 2+, распадается на цинк 2+, плюс 4 молекулы аммиака. Значит, ион аргентум NH3 дважды плюс распадается на аргентум NH3 плюс NH3. Дальше идет диссоциация вот этого промежуточного иона аргентум NH3 плюс, дальше распадается на ионы серебра аргентум плюс и NH3 молекулу аммиака. И суммарное уравнение мы записываем аргентум NH3 дважды, плюс распадается на аргентум плюс и 2 молекулы аммиака. Устойчивость комплексных ионов характеризуется константой нестойкости, которая определяется на основании закона действующих масс. Константа нестойкости характеризует термодинамическую устойчивость комплекса, которая зависит от прочности связи между центральным атомом и лигандом. Чем меньше значение константы нестойкости, тем более устойчиво комплексное соединение. Константой устойчивости называется величина, которая обратна константе нестойкости. Она также может быть выражена по закону действующих масс. И мы должны помнить, что чем больше значение константы устойчивости, тем более устойчиво комплексное соединение. Нужно отметить медико-биологическое значение данной темы, о которой мы говорим, потому что многие вещества организма, аминокислоты, белки, нуклеиновые кислоты, витамины, гормоны являются активными лигандами. Они связывают катионы металлов в различные биологические важные комплексные соединения. Ну, например, порфины. Это азотсодержащие пигменты, входящие в состав небелковой части молекулы гемоглобина, хлорофилла и ряда ферментов. Мы рассмотрели основной материал по теме. И в заключение вам предлагаю выполнить следующее домашнее задание. Расставьте степень окисления иона комплекса образователя и назовите следующие комплексные соединения. На этом наш урок окончен. Благодарю вас за внимание. Используя материал урока, обязательно выполните домашнее задание и сдайте его на проверку вашему учителю. Желаю вам удачи!